Всем привет! Сегодняшний обзор будет посвящен вот таким красивым глиномиксам. Эти глиняные кубики содержат по 3 различных вида глин и совершенно не содержат мела. Начнем, пожалуй, с глиномикса «Хрустящий соблазн». На разломе сразу видна крошка уральской глины. Также содержит астану и каолин. Кусочки небольшого размера, примерно 2 сантиметра. Структура воздушная. Откусывается легко. Сначала глухо хрустит, но сразу же начинает таять. Слегка похрустывает крошка уральской глины. Чувствуется жирность астаны. Какой каолин добавлен, непонятно. Ощущаются земельные нотки. И уральская глина дает свое фирменное ореховое послевкусие. Глиномикс очень вкусный. При разжевывании превращается в нежный крем. К зубам не пристает. Несмотря на наличие астаны, совершенно не липнет. Нежно обволакивает и растворяется. В послевкусии чувствуются пыльно-земляные нотки. Скорее всего, их дает каолин, который входит в состав этого глиномикса. Очень глухой хруст, приятная текстура, нежная, как безе. Как будто кушаешь безе с орешками. Следующий на очереди глиномикс «Сливочное вдохновение». Цвет у него достаточно ровный, нежный, кремовый. В состав входит астана, каолин и Туркестан. Какой каолин, опять не совсем понятно. Продавец не указывает, не раскрывает нам эти секреты. Откусывается с хрустом. При разжевывании вначале немного хрустит и тает в нежный крем. По вкусу сразу ярко ощущаются пыльные нотки. Я думаю, что это заслуга Туркестана. Вкус пыли — это вообще, считаю, визитная карточка Туркестана. Астана подарила этому глиномиксу свою сливочность, жирность, благородную нежность во вкусе. От каолина чувствуются земельно-бетонные нотки. Возможно, винницкий каолин или донецкий.
Этот глиномикс немного залипает, но не намертво. Потихонечку тает, растворяется в тугую-тугую сливочную массу. Этот глиномикс мне понравился больше. Я вообще люблю глины пожирней, посливочней. Этот глиномел более жирный, более сливочный, нежный. Возможно, здесь больше в составе астаны. Очень хороший, вкусный глиномикс. И остался последний вид глиномикса. Маленькое чудо. В его состав входят также астана, каолин, снова неизвестно какой, и глина-чародейка. Глиномикс имеет серый цвет, и на разломе видны вкрапления чародейки. Не мелкие, не крупные, средненькие, я думаю, достаточно комфортные. Откусывается легко, с глухим хрустом. Жуется практически без хруста. Поначалу структура очень-очень сухая. Тяжело жевать. Медленно-медленно тает в тугую-тугую сливочную массу. Сразу чувствуется жирность астаны и вся гамма вкуса глины-чародейки. Ее молочность, сливочность и фирменный вкус гудрона, или, как некоторые говорят, привкус карандашей. Кому что кажется во вкусе чародейки. Некоторые говорят, что чувствуют вкус и аромат железнодорожных путей. Я железнодорожные пути не пробовала, поэтому мне сложно сравнить. Но вкус гудрона ощущается очень явно. Очень деликатно похрустывают кусочки чародейки. Очень комфортного размера. Если много откусить, начинает залипать. Но не сильно, справиться можно. Считаю, очень достойный глиномикс. Почитатели чародейки не останутся равнодушными. Размер самих кубиков тоже идеальный. Больше всего, конечно, мне понравилось сливочное вдохновение. На втором месте, пожалуй, маленькое чудо с чародейкой. Ну, хрустящий соблазн займет достойное третье место. Ну и, наконец, остался вот такой глиняный шарик каракум. В его состав входит каолин, глина Туркестан и уральская глинка. Шарик достаточно крупный и тяжеленький. Попробую как-то откусить от него. Сделать это сложно. У меня так сильно рот не открывается. Очень плотный. Не удается мне пока откусить.
Прям плотный-плотный. Ну, примерно вот так он выглядит. Какие-то мелкие крошечки. Видно, уральская глинка. По идее, должна похрустывать. Цвет у него кремовый. Видны разводы белые. Это Астана. И такие остренькие вкрапления уральской глинки. Не хотелось бы без зубов остаться. Прям тяжело откусывается. Такой тверденький. Да, очень твердый. Половина еле сгрызла. Я думаю, что с целым шариком мне уже на сегодня не справиться. По вкусу чувствуются пыльные нотки. Это благодаря глине Туркестан. Каолин дает сливочность и нежность. Ну и уральская, конечно же, свой знаменитый фирменный хруст. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!